Добрый вечер. Время вечерних новостей. В студии работает Айслу Мурзакова. Сегодня состоялось открытие Кыргызского национального театра «Манас». В церемонии открытия принял участие глава государства Садыр Джапаров, председатель Государственного комитета национальной безопасности Хамчубек Ташиев, генеральный прокурор Курманкул Зулушев, деятели искусства, манасчи, поэты и дастанчи. Строительство здания началось в 2022 году и обошлось в сумму около 65 миллионов сомов. Открытие театра началось с выступления токмуакынов и исполнения отрывка из эпоса «Манас». Президент Садыр Джапаров в своем выступлении отметил, что эпос «Манас» – это не только наследие от предков, но и наследие для потомков, которое кыргызы должны сохранить. Решение создать национальный театр «Манас» зародилось 3 года назад. И вот строительство театра, которое началось год назад, сегодня успешно завершено. В истории древнего кыргызского народа народные произведения передавались из уст в уста, а ценности, традиции, обычаи и язык сохранялись благодаря народным талантам и передавались из поколения в поколение. Важно помнить, что наследие, оставленное этими благородными людьми, это не просто духовное богатство, а бесценное благо для будущих поколений. Главными задачами государственной политики являются бережное отношение к наследию, оставленному предками, продолжение пути старших поколений, распространение национальных и исторических традиций, создание условий, направленных на духовное возрождение и дальнейшее культурное развитие кыргызского народа. Государство приложит все усилия для распространения нашего духовного наследия, идейного ориентира кыргызского народа, которым является великий эпос «Манас». Национальный театр «Манас» занимает большое место в обществе. Театр был создан в сентябре 2021 года в целях сохранения, распространения и популяризации эпоса «Манас», а также малых эпосов и творчества сказителей. Указом президента в 2022 году театру придан статус национального. На сегодня в Кыргызстане более 30 манасчи, более 40 токмуакынов, более 10 дастанчи, создателей своих вариантов произведения. В итоге более 130 деятелей взяты под опеку государства под крышей театра «Манас». Единственное, что нам теперь осталось, это работать с творчеством. Строительство нового здания театра началось летом 2022 года. Общая площадь двухэтажного объекта 1600 квадратных метров. В здании имеется все необходимое для удобства творческого состава театра. Просторный гримерный и концертный зал на 300 мест. Министр культуры Алтынбек Максутов сообщил о том, что открытие нового здания театра является лишь началом большого плана. Новое здание театра создает отличные условия для наших манасчей, дастанчей и ахынов. Это только начало, так как для театра выделили территорию 3 гектара 8 соток. Это здание будет административным зданием. Планируется построить новые здания на 3000 мест на этом участке. Сейчас в театре работает 120 манасчи, ахынов и дастанчи. Планируется набрать сотрудников администрации, и тогда число работников будет достигать 180 человек. За большой вклад в сохранение великого духовного наследия кыргызского эпоса «Манас», а также продвижение и распространение сказительского искусства и импровизаторского творчества состоялось награждение государственными наградами Кыргызской республики. Сымбат Алмазова, Есен Усенов, ФТРК Чуй. Президент Садыр Джапаров сегодня с официальным визитом вылетел в Республику Казахстан. В рамках визита, который состоится по приглашению президента Республики Казахстан, глава государства проведет переговоры с президентом Казахстана и примет участие в 6-м заседании Высшего межгосударственного совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Также с участием президентов Кыргызстана и Казахстана на одной из центральных улиц Астаны состоится торжественная церемония открытия
открытия памятника Манасу Великодушному. К визиту приурочены ряд мероприятий, таких как бизнес-форум «Кыргызстан-Казахстан», круглый стол аксакалов и творческой интеллигенции, Кыргызско-казахстанский молодежный форум, научно-практическая конференция, посвященная Джусупу Абдрахманову, и форум ученых перспективы развития науки в решении актуальных проблем Кыргызстана и Казахстана. Продолжается встреча председателя Кабинета министров Акылбека Джапарова с руководством группы Всемирного банка. Сегодня на полях весенних совещаний Международного валютного фонда и группы Всемирного банка состоялись встречи с региональным директором Всемирного банка по экономике и финансам Асадом Аламом, а также вице-президентом Всемирного банка по человеческому развитию Мамтом Мурти. Если основной темой переговоров с региональным директором по экономике и финансам Асадом Аламом стал вопрос обсуждения проекта странового экономического меморандума и рамочной стратегии партнерства, то с вице-президентом Всемирного банка по человеческому развитию Мамтой Мурти глава Кабмина обсудил вопросы сотрудничества в социальной сфере, включая образование, здравоохранение и социальную защиту. Далее состоялась встреча заместителя председателя Кабмина Бакыта Турыбаева с региональным директором Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Самехом Вахба, где основной темой переговоров стал вопрос взаимодействия в сфере сельского и водного хозяйства. По итогам данных встреч была достигнута договоренность практически укрепления партнерства Кыргызстана со Всемирным банком. В частности, стороны договорились разработать финансовую модель сотрудничества в рамках строительства Камбаратинской ГЭС-1. Наши взаимоотношения со Всемирным банком и правительством Кыргызской республики уже выходят на новый уровень. Мы это видим, чувствуем с вашей стороны поддержки. На полях проходящего Вашингтона весеннего совещания Всемирного банка и МВФ состоялась презентация новой государственной программы по трансформации школьного образования «Алтын-Казык». В мероприятии, прошедшем в Вашингтонском офисе глобальной корпорации Google, также приняли участие представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского союза, ЮНИСЕФ, глобального партнерства по образованию и многих других международных партнеров. Перед нами сейчас стоят ряд очень важных задач, и мы сегодня хотим наладить близкое сотрудничество и партнерство с ведущими технологическими корпорациями мира. Наша страна готова совершить цифровой прорыв, опираясь на самые современные технологии завтрашнего дня уже сегодня. Конечно же, среди этих мировых корпораций особое место занимает Google и корпорация Alphabet. Здесь, в Вашингтоне, будут подписаны меморандумы о взаимопонимании о дальнейших шагах сотрудничества в области трансформации образования. 16 апреля муфти мусульман Кыргызстана Абдулазиз Кары Закиров, принимая казиев из Игульской, Нарынской, Таласской, Чуйской областей и города Бишкек, наметил планы работы по подготовке докладов о религиозной ситуации в регионе и безопасности населения в целом. На встрече с казиатами области муфти обсудил религиозную ситуацию в регионе, повышение образования имамов, создание условий для деятельности казиатов, тесное сотрудничество с представителями местных властей, доклады общественности по негативным религиозным течениям, ханафитскому мазхабу и матуридийскому вероучению, ведению постоянную работу по прекращению насилия. Өлкө аймагындагы диний кырдаал деген муфтияттын мындан аркы иши кандай болот деген негизин алкагында планы на текущий год. Основные проблемы в стране с религией. На основе этого был разработан проект «Кыркадам». Здесь затрагиваются темы домашнего насилия, укрепления семейных ценностей и так далее. Кроме этого, цифровизация работы муфтията. Кроме этого, создание колл-центров, чтобы муфтият страны и общество всегда был на связи. Эл менен муфтияттын байланышын бекемдөө жаатындагы анан окуу тармагын электрондоштуруу, ошондой диний окуу багы диний мекемелерди, мечиттерди толугу менен каттоодон өткөрүп бүтүү. Кроме этого, было предложено тесно сотрудничать с общественностью, отслеживая различные видеоданные, распространяемые в социальных сетях, и необходимости выступить с докладами в еженедельных отчетах в данной области. Муфти Абдулазиз Кары Закиров добавил, что наряду с созданием хороших условий для сотрудников казиатов необходимо усилить их ответственность.
В ходе встречи также были переговоры о полной электронизации сбора фитир-сатака, разработке специальных приложений и проведении мобильных встреч на местах, строительстве зданий районных хатибиатов. Бүгінгі күнді садақа фитрді электрондоштыру деп чештік, белсендік десем болады. Самая основная работа – это электризовать фитир-садака. Ведется работа с местными банками. Хочу пояснить, что сейчас современность требует цифровизации, поэтому мы должны идти в ногу со временем. Народ это тоже поддерживает. Теперь это будет прозрачно. Берішті біздің жарандарымыз. Бұл біздің замандың талабына лайық біздағы діни тармақтағы іш алып барышымыз керек та. Муфтий Кыргызстана призывает своих коллег быть в тесном контакте с народом и подчеркивает важность установления надежных связей и активного участия в жизни общества. Он заявил, что только посредством активного взаимодействия с религиозными людьми и всеми слоями общества можно получить понимание и поддержку насущных потребностей и проблем, стоящих перед страной. На встрече стало известно, что основным направлением является то, что религиозные лидеры региона должны быть близки к народу, прислушиваться к его мнению, стремиться к сотрудничеству на благо общества. Айсло Мурзакова, Самаган Тайырбеков, ФУТРК Чуй. Пресечена деятельность транснациональной группы, занимающейся незаконной торговлей человеческими органами, сообщает Госкомитет национальной безопасности. В рамках возбужденного уголовного дела в результате проведения следственно-оперативных мероприятий установлена гражданка, которая по предварительному сговору организовала канал продажи человеческих органов. Она наладила поиск пациентов в зарубежных клиниках для трансплантации почек и готовых заплатить крупные суммы денег. Далее на территории Кыргызской Республики за денежное вознаграждение находила доноров, которых обманным путем склоняла предоставить свои внутренние органы для трансплантации. Доноры в обязательном порядке проходили медицинское обследование, где независимо от состояния организма всегда выдавалось положительное заключение, после чего организаторы путем коррупционных схем изготавливали поддельные документы о родстве с пациентом и далее выезжали за пределы Кыргызстана. Установлено, что доноры за одну свою почку в среднем получали от 1 до 7 тысяч долларов США. Вербовщики от 3 тысяч долларов США за каждого направленного донора. А значительная часть денег доставалась организатору канала от 30 до 70 тысяч долларов. Так, 17 апреля при контролируемой отправке очередного донора за пределы Кыргызстана для последующей пересадки почки на территории аэропорта Манас задержаны граждане Кыргызской Республики. По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий задержаны и водворены в ВВС ГКНБ Кыргызстана. Сотрудники мэрии города Канты и Айлык-Мыту Чуйской области не причастны к массовой драке, в которой пострадал следователь УВД. Об этом сообщили мэрии города Кант. Ранее пресс-служба ГУВД Чуйской области распространила сообщение, что 14 апреля неизвестные лица 30-35 лет на пересечении улиц Гагарина и Зубкова в городе Кант напали на гражданина. Пострадавший получил открытый перелом нижней челюсти в области подбородка справа и закрытый перелом в области ветви слева. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что пострадавший является следователем следственной службы УВД Сокотинского района. Как сообщил в социальных сетях адвокат пострадавшего, среди напавших были сотрудники военной прокуратуры, налоговой инспекции, Айлык-Мыту или мэрии города Кант. Пресс-служба мэрии города Канта уточняет, что среди подозреваемых лиц нет сотрудников мэрии Айлык-Мыту, относящихся к Чуйской области. На территории Чуйской области в целях профилактики и предотвращения дорожно-транспортных происшествий проводится рейдовое мероприятие профилактического характера «Бахуст». Об этом сообщили в областном управлении безопасности дорожного движения. Согласно информации, в рамках рейда 17 апреля были задержаны 17 водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, составлено 244 протокола за выезд на полосу встречного движения, превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения. Сотрудники ГУБДД проводят разъяснительную работу с водителями в целях профилактики рынка
расположенного на автомобильной дороге Бишкек-Карабалта. В настоящее время на территории области продолжается профилактика дорожно-транспортных происшествий. Служба регулирования и надзора за финансовым рынком призывает граждан не принимать участие в незаконных лотереях в социальных сетях. В ведомстве представили их список: Рюкзар, Сила, Адишеров, Удача ТВ, Акниет ТВ, Бек Бостонбаев, Бюркут ТВ, Москва Сила и Али. В связи с повторяющимся проведением незаконных лотерей на территории Кыргызстана Финнадзор в очередной раз призывает граждан не приобретать билеты и не участвовать в незаконных лотереях, организуемых на территории Кыргызской Республики. Газовые службы Бишкекгаз, Чуйгаз, Ошгаз и Джалабадгаз уведомляют, что с 20 апреля подача природного газа будет приостановлена абонентам, у которых накопилась задолженность по оплате. Отключение будет производиться дистанционно. Более того, неплательщиков неоднократно уведомляли о важности оплаты за потребление природный газ ввиду необходимости своевременного исполнения контрактных обязательств перед внешним поставщиком газа. Информацию о сумме задолженности баланс на первое число месяца можно получить на следующих платформах. Справочная служба 4444. В мастерской Джилдыз Ишеновой каждая корзина – настоящее произведение искусства. Основательница мастерской уделяет особое внимание качеству и деталям, делая свою работу не только прекрасными, но и уникальными. Это мастерская Джилдыз Ишеновой, где каждая корзина – это уникальный шедевр. Несмотря на то, что создание корзин может показаться простой задачей, на самом деле это требует огромного количества времени и творческой энергии. Кыргыздын жакшылыгына барып жүрөбүз. Корзины в первую очередь предназначены для торжественных мероприятий. Я провела много времени, размышляя над тем, как сделать свои корзины уникальными и запоминающимися. И, наконец, обрела вдохновение, воплотив его в вот такие удивительные корзины. Себеттерди жасап баштадым. Джилдыз Ишенова уделяет особое внимание каждой детали, стремясь сделать свои работы не только красивыми, но и высокого качества. Выбор формы, дизайна и цветовой гаммы – это тщательный процесс, который требует тонкого вкуса и внимания к деталям. Однако для Джилдыз это не просто работа, а источник радости и удовлетворения. Научиться делать корзины легко. Для начала достаточно пару раз попробовать свои силы и набраться опыта. Главное качество, которое необходимо при этом проявить, это терпение. Создание корзин – это процесс, который требует времени и тщательности, но при этом он приносит неподдельное удовольствие и радость от результата. С каждым годом растет интерес к рукоделию, особенно среди домохозяек, желающих научиться создавать красивые вещи своими руками. Учитывая этот запрос, Джилдыз планирует организовать учебные курсы в онлайн и офлайн форматах в ближайшие дни. Для женщин в декрете и домохозяек создание корзин становится не только увлекательным занятием, но и источником дополнительного дохода. Множество заказов поступает из различных регионов, что свидетельствует о популярности и востребованности этого вида рукоделия. Арендага беришет да. Ежедневно изготавливается более 10 корзин, а в течение месяца их количество достигает сотни. Все зависит от заказов клиентов и популярности среди покупателей. Но корзины – это далеко не единственные произведения, создаваемые руками Джилдыз. В мастерской также изготавливаются этносумки, другие уникальные изделия и поделки, каждая из которых отличается своим неповторимым стилем. Сымбат Алмазова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй. Двухлетнему Байхану нужно дорогостоящее лечение. У мальчика спинальная мышечная атрофия – редкое опасное заболевание. Лекарство стоит около $2 миллионов. Таких денег у родителей Байхана, конечно же, нет. Помочь собрать хотя бы часть средств можете вы, зрители нашего телеканала.
У двухлетнего Байхана такой же диагноз, как у Арузат – спинальная мышечная атрофия. Это редкая генетическая болезнь, которая встречается у одного новорожденного из 60 тысяч. Мальчику сейчас 2,5 года, но первые признаки заболевания появились уже в 5 месяцев. Врачи тогда не смогли точно определить причину симптомов. Окончательный диагноз стал известен лишь 2 недели назад. Долгое время врачи сталкивались с трудностями в установлении диагноза. После направления анализов в Москву в начале апреля появилось подтверждение. С тех пор боремся за сына. Спинальная мышечная атрофия – редкое генетическое заболевание. Оно лишает Байхана способности ползать, ходить, двигаться, потом очень быстро дышать и глотать. Атрофируются все мышцы, работает только сердце. Потом останавливается и оно. Мне, как и любой матери, больно видеть страдания ребенка. Препарат дорогой, но больше никак не можем помочь ему. Лекарство от спинальной мышечной атрофии существует. Это Золгенсма. Оно починит поломанный ген. Ампула стоит немыслимых денег – более $2 миллионов. Но один укол способен поставить Байхана на ноги. Мама Байхана не работает, посвящая себя заботе о детях дома. В семье 2 сына. Отец на заработках в России. У родителей Байхана таких средств на лечение нет. Болезнь затрагивает лишь тело. Интеллект Байхана не страдает. Ребенок развивается, как и обычные дети. Для того, чтобы помочь Байхану, вы можете перевести любую сумму по реквизитам, которые отображены на ваших экранах. На этом у меня все. И эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook УТРК Чуй. С вами была Ислам Мурзакова. Ну а далее прогноз погоды на завтра.